Тувинскую народную революционную армию я был зачислен приказом по Тувинской армии от 1 апреля 1942 года. И было два танка, один танк и танкетка. Подготовка на этих танках была организована и проводилась советским офицером, капитаном Савельем Рудиком. Это был веселый, жизнерадостный офицер, общий любимец Тувинской армии. Он готовил танкистов, которые себя в боях показали героически. Например, Чургуйол, известный герой Советского Союза, он бывший воспитанник вот этого капитана Рудика. А вот сабельные эскадроны, они в лице одного эскадрона, который сформировал капитан Киселов, 200 бойцов и 10 девушек были отмобилизованы в 1943 году и вышли на фронт. Они участвовали в операциях по освобождению Украины, известно. Их именем названа улица в городе Ровно, улица Тувинских добровольцев. Это хорошую память оставили о себе бойцы Тувинской народной революционной армии. О них немцы говорили со страхом, называли их черной смертью. А наши советские воины, русские ребята, восхищались героизмом, бесстрашием тувинских добровольцев. В 1944 году Тувинская Народная Республика присоединилась к Советскому Союзу. Этот акт был не случайен, а закономерен. С самого начала войны Тува выступила надежным, верным союзником Советского Союза. Все бойцы, без исключения, стремились попасть в добровольческий отряд. Но отбор был настолько скрупулезным, что только 200 человек из армии 4-эскадронного состава были включены в этот боевой отряд. Нам удалось проводить добровольцев до самой границы, так, станция пограничная, так, на Саянами. Встретил конец войны, будучи дежурным трубачом в штабе Тувинской народной революционной армии. 9 мая, когда была объявлена капитуляция фашистской Германии, подписание 9 мая в 0 часов Жуков подписывал с немецкими генералами. А я 9 мая дежурил сигналистом. В 6 часов надо было играть подъем. И по телефону сообщили, а штаб был связан, видимо, с окружным телефоном. По телефону сообщили, что война кончилась и подписана капитуляция Германии. Я вышел и раньше времени, где-то на полчаса, наверное, протрубил, причем тревожным сигналом таким от избытка чувств. Ну, солдаты вскочили по сигналу, там все по сигналу у нас было, подъем, отбой, занятия, все по сигналу трубача. И вот народ высыпал, что такое, рано еще, 6 нет. Выскочили. Я ожидал, что меня будет, наоборот, солдаты меня чуть не на ура поднимали за хорошее известие. Такой был праздник, все праздничное настроение. Потом были митинги и прочее, прочее, но это уже потом было. Кстати говоря, на радости вечером у нас был торжественный митинг около Дома правительства на Ленинском, на улице Ленина. А я не пришел, в саду прогулял с девчонкой. И слышу, первый раз слышу,
звук своего оркестра издалека. Тоже мне ничего не было в этой суматохе. А в другое время, наверное, нагорел. Вот так я первый, по существу, один из первых в Тувинской армии встретил победу нашего народа в фашистской Германии.